Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим окончание одного из трех так называемых пространственных падежей. Эти три падежа – исходный, местный и дательно-направительный – показывают расположение предметов в пространстве и имеют очень схожие принципы добавления окончаний. Вообще, абсолютно все падежи казахского языка имеют три вида окончаний. Звонкие окончания, то есть окончания, которые начинаются на звонкую согласную, и чаще это звонкая согласная буква «д». Глухие окончания, то есть окончания, начинающиеся на глухую согласную, и чаще это глухая согласная буква «т». Сонорные окончания, то есть окончания, которые начинаются на сонорные буквы. Чаще это буква «н». Первый пространственный падеж, исходный падеж, «шығыс септік», отвечает на вопрос «кімнен» – от кого, «неден» – от чего, «қайдан» – откуда. Звонкие окончания «дан», «ден» добавляются, если слово заканчивается на гласную, либо звонкие «ж», «з». Напомним, что к звонким согласным относятся «б», «в», «г», «д», «ж», «з», а также после сонорных «л», «р», «у», «и». Напомним, что к сонорным относятся буквы «м», «н», «н», «л», «р», «у», «и». Например, дала, двор, поле, даладан, с поля, со двора, терезе, окно, терезеден, от окна, гараж, гараждан, из гаража, поезд, поезд, поездан, с поезда, көль, озеро, көлден, от озера, ағаш, дерево, ағаштар, деревья, ағаштардан, от деревьев, қаратау, қаратаудан, из Каратау, әуежай, аэропорт, әуежайдан, из аэропорта. Глухие окончания тан-тен добавляются после глухих согласных. Чтобы легче запомнить глухие согласные, нужно их представлять в паре со звонким аналогом. Звонкие б, в, г, д, ж, з и их глухие аналоги п, ф, к, т, ш, ч, с, а также буквы х и х. Окончания тан-тен добавляются также после звонких букв б, в, г, д в словах, заимствованных из русского языка. Хитрость в том, что по правилам русского языка эти звонкие буквы в конце слова при произношении оглушаются и являются по сути теми же глухими звуками п, ф, к, т. Так что смело считаем, что во второй колонке только глухие согласные, хоть на письме мы и записываем звонкие б, в, г, д. Например, Иванов, Ивановтан, от Иванова, клуб, клубтан, из клуба, педагог, педагогтен, от педагога, велосипед, велосипедтен, от велосипеда. Другие примеры. Картоп, картошка, картоптан, из картошки, серек, серектен, от серика, собак, урок, собактан, с урока, институт, институттан, из института, жумус, жумустан, с работы, велосипед, велосипедтен, от велосипеда. Окончание третьей строчки нан-нен следует после сонорных букв м, н, н и притяжательной формы третьего лица. Кем – кто, кем – нен – от кого, он,
Мука оннан из муки. Мн тысяча, мннан от тысячи. Гимназия. Гимназия с. Его, ее гимназия. Гимназия сынан. Из ее, из его гимназии. Бастык. Начальник. Бастыгы. Его, ее начальник. Бастыгынан. От его, от ее начальника. Сөз слово, сөздер слова, сөздері. Его, ее слова, сөздерінен. От его, от ее слов. Ертегі сказка, ертегісі его, ее сказка. Ертегісінен от его, от ее сказки. Несмотря на то, что личные местоимения будут изучаться в отдельном разделе, советую вам уже сейчас выучить склонение личных местоимений по падежам, так как далее они будут часто использоваться в примерах. Именительный падеж атаусептык. Кем, кто, мен, я. Исходный падеж шեղысептык. Кімнен, от кого, от меня, менен, мен, я, менен, от меня. Сен, ты, сенен, от тебя. Сіз, вы, уважительная форма, сізден, от вас. Ол, она, он, одан, от него, от нее. Множественное число. Біз, мы, бізден, от нас. Сендер, вы, сендерден, от вас. Уважительная форма. Сіздер, вы, сіздерден, от вас. Олар, они, олардан, от них. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.